космодрома Байконур состоялся первый после майской аварии запуск ракеты «Протон-М». Носитель вывел на орбиту британский спутник связи. Аппарат планировал запустить еще в конце мая, однако старт был отложен в связи с потерей протона. В Роскосмосе пришли к выводу, что причиной аварии стала конструктивная ошибка. В итоге был разработан и реализован план мероприятий по устранению причин аварии. Погода. В Москве завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, максимальная температура воздуха плюс 22 градуса. Москва 97,6, Санкт-Петербург 89,3. Ваша любимая группа снова в Москве. Linkin Park. Концерт в рамках мирового турне. Новый альбом, новое шоу. 29 августа. Олимпийский. 13+. В Москве 15 часов 32 минуты. Вы слушаете Вести ФМ. Мы продолжаем. Власти Венгрии задержали 4 иностранцев, подозревающих в частности гибели 70 мигрантов. Все они задохнулись насмерть в грузовике на территории Австрии. Как выяснило следствие, в небольшом грузовике их было столько, что просто не было возможности дышать. Они умоляли водителя остановиться, но он игнорировал их просьбы и ехал от сербской границы до самой Австрии без остановки. Обо всем подробнее расскажет наш европейский корреспондент Сергей Пробкин. Скажите, удалось ли выяснить личности задержанных и что известно о погибших? О личностях пока полиция говорит очень скупо. Средства интереса, которые выдавал руководитель полиции Бургенланда для Австрии, которая граничит с Венгрией. Также не принял участие прокурор Австрии и министр внутренних дел. Основную информацию сообщил инспектор военной полиции. Он подтвердил, что в грузовике было найдено 71 тело. Это 59 мужчин, 8 женщин и 4 детей. Дети — это одна девочка и год 2, как сказал полицейский, а мальчики, 3 мальчиков, примерно 8-9 лет сообщил. И он также сказал, что предположительно, практически в этом нет сомнений, часть сирийцы, потому что в самом грузовике, в кабине грузовика, были найдены их документы, и они сирийские документы. Как всегда в таких случаях документы у беженцев не изымают те, кто их перевозят. И вот в кабине грузовика эти документы были обнаружены. Что же касается подозреваемых, то, как сообщил руководитель полиции Бургенланда, он подтвердил, что были задержаны 3 человека в Венгрии. Владелец этого грузовика, а я напомню, что эти грузовики были в прошлом году еще принадлежали славянской компании, которая перевозила продукты поэтому сейчас на этих грузовиках я присутствую на телевизоре фотографии, там название этой славянской фирмы, которая перевозит мясные и другие продукты. Но эта компания в прошлом году их продала.